Добрый вечер. 22 января, 695-й день аннексии Крыма. Вы смотрите «Заман». Адвокаты Надежды Савченко не намерены затягивать судебный процесс и прогнозируют его окончание в середине февраля. Об этом сообщила сестра арестованной в России летчицы Вера Савченко. По ее словам, Надежда продолжает голодовку. Тюремные медики для поддержки жизни ставят ей капельницы с глюкозой. Но после оглашения приговора украинская летчица намерена объявить сухую голодовку. Близкие Надежды боятся, что если власти не ускорят процесс обмена украинских политзаключенных на тех, кого задержали в Украине, то жизнь Надежды окажется под угрозой. Після вироку Надя збирається оголосити сухий голодовку, суху – це без води. І, звичайно, ресурси, такі як зараз в неї, то цього буде дуже замало для продовження життя. Ми бачимо, що зараз зриваються обміни в непідконтрольних територіях людей на Київ, на тут утриманих в Україні. Теж причина, ми не можемо домовитись з бандитами. Тоді треба дослухатися до тих, хто може домовитись з бандитами. Якщо треба, як даруйте, бухати з бандитами і це приводить до результату, то чому б і ні? Офіційна сторона України поки що не вдається у них домовитись. Пропавшую неделю назад крымчанку видели в Москве. Вероятно, она хочет бежать в ИГИЛ. Сейчас девушку разыскивают спецслужбы России. По информации Life News, Эльвину Розакову подвозили к одному из рынков российской столицы. Бабушка девушки считает, что в исчезновении виноват отец. Она обвиняет его в исламском радикализме. Сам отец обвиняет в бездействии полицейских. 13 января в селе Дубки Симферопольского района исчезла 16-летняя девушка. Говорят, она придерживается норм шариата, носит длинное платье и платок. Почему у дочки с ним и скандалы пошли? Он заставлял ее завертываться, намаз делать. Дочка не поддавалась этому, она работала в школе, медсестра. И вот на этой почве у них пошли скандалы. И вот уже сколько лет девочки старше 16, с тех пор изо дня в день. В конце концов, дочку старшую он закутал. И вторая на подходе. Тоже начала 5 раз намаз делать. Ладно, Бог с ним. Мы говорим, делайте намаз, но не будьте фанатиком, как папа. Потом я уже так сама себе прокручиваю. У них, видимо, с отцом все было обговорено. Сначала мы думали, действительно с девочкой что-то случилось, а теперь такая мысль, глядя на эту вторую девочку, и папа сегодня приехал, улыбается. Я говорю, что ж ты улыбаешься, у тебя дочь пропала. И вторую, ну-ка оставь, от тебя первая пропала, ты вторую забираешь. У него род до ушей. Предположения самые разные, но после того, как я сегодня с полицейскими пообщался, у меня сомнения относительно их работы появилось. Я вообще не знаю, ищут они или не ищут ее. Потому что они мне ничего конкретно не говорят. Меня возят на полиграфию туда, сомневаются в моих показаниях почему-то. Уголовное дело до сих пор не открыто. То есть они говорят, мы в течение месяца можем только расследовать. Кошек она, животных любила. У нее кошечка была, она всегда там как-то лечила ее, там какие-то лекарства. Она на косметолога ходила тоже. Нравилось ей. А как она училась в школе? Нормальная успеваемость. Она закончила 9 классов. Да? Если раньше, мы могли себе позволить выпить, например, где-то там сквернословить, то придя в религию, мы наоборот даже от этого отказались. О каком там взрывах может идти речь вообще? Мои дети точно так же воспитаны. Поэтому привязывать этот ИГИЛ какой-то к тому, что она в платке ходит, это вообще безумие. Единственное, что может быть в интернете, там, знаете, как дети, с какой-то психикой, дома, может быть, там какие-то неприятности, может быть, куда-то там можно допустить, но так же, как и все.
В отношении командира штаба гражданской блокады Крыма Ленура Ислямова открыто еще одно уголовное производство. Об этом заявила прокурор Российской администрации Крыма Наталья Поклонская. Поводом стало создание якобы незаконного военного формирования. Известно, что батальон имени Номана Челебиджихана формируется на территории Украины по украинскому законодательству. Несмотря на это, Ленура Ислямова объявили в федеральный розыск. В международный розыск объявлены народные депутаты и лидеры крымских татар Мустафа Джемилев и Рифат Чубаров. В отношении Джемилева удовлетворено ходатайство следователя, и мера пресечения избрана в виде ареста, заключения под стражу сроком на 2 месяца с момента задержания. Кроме того, сегодня было принято решение по материалам прокуратуры Республики Крым следственным отделом УФСБ России по Республике Крым о возбуждении уголовного дела по факту незаконного формирования вооруженного батальона на территории Украины. Экс-депутата Крымского парламента Василия Ганыша оставили под домашним арестом. Такое решение приняли судьи Днепровского райсуда Киева, тем самым отклонив ходатайство прокуратуры Крыма. Она требовала отправить его в СИЗО. Также прокуратура выразила недоверие судьям. После совещания суд отказал им и в этом. Колегія суддів вважає заяву прокурора про відвід складу суду та висловлені ним доводи у ній усупереч вимогам статті 22-26 КПК України за свою судді такими, що не ґрунтуються на вимогах статті 75 КПК України, тобто є сумнівним. Прийняття судом відповідно процесуальних рішень з приводу вчинення процесуальних дій, які здійснюються судом під час розгляду справи, не є підставою для відводу колегії суддів та не можуть оцінитися сторонами як сумнів у її неупередженості в межах розгляду даного кримінального провадження. Колегія суддів ухвалила задоволення заяви прокурора Хальзева про відвід колегії суддів Дніпровського суду міста Києва в складі головуючого Федюка суддів Катющенка Гаврилової відмовити. Ухвала оскарження не підлягає. Судовий розгляд продовжується та в подальшому будуть досліджуватися докази. Ми з часом оцінимо ті ухвали, які прийняв Дніпровський суд, та відповідно будемо реагувати в межах кримінально-процесуального законодавства. Зі сторони обвинувачення залишився один недопитаний свідок. Я вважаю, що ті заходи, які застосував суд до нього, забезпечать його явку на наступне судове засідання. Є деякі свідки, які перебувають на окупованій території, і у них є певні складнощі з виїздом. За нашу інформацію, є одна особа, якій в принципі не дозволено виїзд через боргові питання, а є люди, які рекомендують не виїжджати. В Крыму польские журналисты и блогеры. Их приезд организовал Российско-польский центр диалога и согласия. Гости заехали в Крым через Москву, нарушив украинское законодательство. По словам организаторов, они глазами этих людей хотят показать жизнь в Крыму европейцам. Поляки посетили Керченскую паромную переправу, потом встретились с вице-премьерами российской администрации Крыма. Отдельная встреча состоялась с муфтием Крыма, который рассказал о том, как в мире и согласии живут крымские татары. Гостям показали территорию, где планируется построить соборную мечеть. Напишут, и хотя бы в какой-то степени польское общество узнает об истинном положении дел и в России, а многие из них, практически половина, никогда не было вообще в России, не только в Крыму. Я очень рада, что здесь приехала, узнала очень достойные персоны, да. Можно было с ними поговорить о очень важных здесь событиях. В Крыму читают письма предполагаемых экстремистов. Сотрудники ФСБ России направили во все отделения почты полуострова распоряжение проверять письма некоторых крымчан. В документе указаны паспортные данные жителей полуострова, их место рождения и место жительства. Сообщается, что в списке звездочкой обозначены те, в отношении кого есть сведения об их причастности к терроризму. Как сообщает Крым Реалии, сотрудников почтовых отделений предупредили, если кому-то из списка пришлют письмо или посылку, или же кого-то будет спрашивать, или кто-то будет спрашивать об этих людях, то необходимо немедленно сообщить руководству, которое, в свою очередь, проинформирует российских силовиков. С началом энергоблокады троллейбусное сообщение между Симферополем и пригородом прекратилось. Маршрут номер 1 Симферополь-Перевальная был едва ли не единственным общественным транспортом между городом и деревнями. Теперь для того, чтобы доехать в крымскую столицу, люди вынуждены стоять на остановках по несколько часов. Дополнительный транспорт вместо пропавших троллейбусов так и не появился. В то же время маршрутные автобусы, курсирующие в этом направлении, полностью забиты. В первую очередь страдают школьники и пенсионеры. Отныне за некогда бесплатный проезд
они вынуждены платить 12 рублей или идти пешком. Во-первых, с утра невозможно уехать. В город я ехала позавчера, наверное, сколько? Часа 2 я потратила. 2 маршрутки полные ушли, 3-я тоже почти. В общем, взяли меня. Когда ходил первый, у нас разгрузка. Особенно, хотя бы вот утром, когда школьники едут. Мы вынуждены, у меня муж отпрашивается и везем. Невозможно уехать. Вот, понимаете, нам без первого нам очень плохо на самом деле. Хотя бы вот обед и утро нам нужен этот троллейбус очень. Без троллейбуса плохо. Без троллейбуса. Да, хоть дети бесплатно ездили по ученическим, а так приходится платить 12 рублей. Не заплати, скандал поднимают, шофера не берут. Или не возьмут. На худой конец не берут их вообще, если честно сказать. Мне надо было срочно в больницу, я пришла на остановку на Пионерской 4. Там тьма тьмущая людей было, не могли уехать ни в школу, ни на работу. И больше часа не было маршруток. А троллейбусы вообще не ходят. Люди, конечно, очень волнуются. Хотя бы пустили эти троллейбусы, не троллейбусы, маршрутки. Уже как троллейбусы. Если троллейбус нельзя, так уже мы не требуем. В Крыму тарифы на электроэнергию повысили более чем в 2,5 раза. Изменения коснулись тех, кто превышает лимиты потребления в 600 киловатт. Если раньше тариф за превышение лимита был 1 рубль 88 копеек, то теперь придется платить почти 5 рублей за киловатт. Для тех, кто вкладывается в 600 киловатт в месяц, тарифы не изменились. Тарифы на объемы от 0 до 600 киловатт-часов в месяц не изменились. Они с 1 января остались такие, какие были у нас в прошлом году. Но за счет этого существенно возрос тариф на объемы потребления свыше 600 киловатт-часов в месяц. Если был раньше рубль 88 вот на промежуток, скажем так, от 600 до 800, то сегодня это 4,95. То есть значительно больше, чем в 2 раза возрос этот тариф. Поэтому я настоятельно всем рекомендую, всех призываю обратить самое пристальное внимание на режимы потребления электроэнергии. Свиной грипп прогрессирует. В Крыму уже зафиксировали 7 случаев заражения вирусом H1N1. По словам главного санитарного врача Крыма Натальи Пеньковской, это еще не эпидемия, но порог уже близок. По сравнению с прошлой неделей уровень заражения вирусом повысился на 73%. При появлении признаков заболевания медики просят не заниматься самолечением, а обращаться за медицинской помощью. На сегодняшний день мы имеем 7 случаев лабораторно подтвержденных, определенных как вирус гриппа H1N1. Хочу отметить, что удельный вес возбудителя вируса гриппа H1N1 на сегодня в структуре всех лабораторных случаев составляет 53%. Температура длится от 3 до 5 суток, высокая, очень сложно, иногда поддается жаропонижающей по действию. Поэтому это надо учитывать. Плюс очень сильная головная боль, боль в суставах, в мышцах, выраженная слабость. И плюс присоединяется катаральное явление: сухой навязчивый кашель, насморк, першение в горле. И вот эти состояния, оно очень тяжелое. Интерпол выдал ордера на арест предполагаемых убийц Литвиненко. Вчера Высокий суд Лондона обнародовал выводы причастности Путина к преступлению. Исполнителями убийства бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко считают офицера личной охраны Путина Андрея Лугового и его делового партнера Дмитрия Ковтуна. Литвиненко с 2000 года находился в Лондоне и сотрудничал с британской разведкой. В 2006-м его отравили полонием, он умер в течение месяца. Обвиняемых подозревали еще 10 лет назад, однако Россия тогда отказалась выдавать их британской полиции. Активы подозреваемых россиян, один из которых депутат Госдумы, другой бизнесмен, заморожены. Пресс-секретарь Путина назвал доклад по делу Литвиненко британским юмором. Однако Великобритания из-за этого дела может ввести новые санкции против России.
То, что произошло, приводит в состояние шока. Этот доклад подтверждает то, в чем мы всегда были уверены, и в чем было уверено последнее лейбористское правительство, что это ужасающее убийство было осуществлено с ведома государства. Именно поэтому предыдущее правительство приняло решение выслать российских дипломатов, выдать мандаты на арест и отказаться от сотрудничества с российскими спецслужбами. И эти меры действуют до сих пор. В России судят женщину за антипутинскую карикатуру. 46-летняя жительница Екатеринбурга обвиняется в том, что ее посты в соцсетях были направлены на создание ненависти и вражды в отношении российской власти и к русской национальной группе. Обвиняемая продавец в магазине, одинокая мать, воспитывает дочь 12 лет. В соцсети была неактивна, а в списке друзей было всего 52 человека. Женщина на своей странице разместила фотографию с человеком, похожим на Владимира Путина, который занес нож над картой Донбасса. Его руку останавливает другая рука, и под рисунком написано «Останови заразу». Она также опубликовала несколько стихотворений и высказываний, в которых россияне описываются как вечные рабы телом и душой. Она разместила изображения, а также изображения, содержащие текст, признанные экстремистскими. Эти изображения вызывают ненависть и вражду по отношению к тем лицам, которые поддерживают официальный курс России в украинском вопросе, в том конфликте, который был между Украиной и Россией. Здесь вопрос о том, что ее взгляды, она их выражала по месту своей работы, в переписке с другими лицами, в общении с другими людьми. Это именно призывы. Она выражала свою позицию активно, не только лайком, не только репостом, но и в своей повседневной жизни, на работе, общаясь с людьми в переписке. Все это было исследовано судом. Обвиняют в разжигании межнациональной розни и экстремизме. 282 статья, хотя я всегда только выступала за мир, дружбу между народами и против войны. Для ознакомления, для личного я просто взяла себе на страничку стихотворение как альтернативную точку зрения. Нашим спецслужбам показалось это криминальным, что украинский народ называет их оккупантами, по крайней мере, украинцы на своей земле. Так что они... То есть точку зрения Украины я запостила, и получилось такое. Это все новости на этот час. Всего вам доброго и хороших выходных. Будьте с нами.